Американские врачи даже подсчитали, метод литотрипсии на 37% дешевле других вмешательств по удалению камней почек. И все же главные достоинства кроются в малой травматичности и высокой эффективности. Еще недавно у таких пациентов был один вариант – открытая полостная операция. Это объемные большие операции, большими разрезами, с нанесением хирургической травмы. Послеоперационный период протекает всегда, как правило, тяжело, до, скажем, это 10, 12, 14 дней послеоперационного периода, до полного заживления ран. Это, в общем-то, на самом деле, это большой успех сегодня. Таким образом, без операции обойтись для больного – это очень важно. Ведь в открытой полостной операции для обеспечения доступа к камню врачу приходится делать большой надрез не только кожного покрова, но и жировой и мышечной ткани. После такого воздействия о спорте и другой высокой активности можно забыть от 1 до 3 месяцев, в некоторых случаях дольше. Обычная операция считается более травматичной и предполагает продолжительный реабилитационный период. Литотрипсия – это не только быстро, но и более безболезненно. Вместо общего наркоза используется местная анестезия. Кроме того, через 3 или 4 дня пациента выписывают из больницы, и он сразу готов вернуться к обычной жизни, работе и активному отдыху. И, конечно, литотрипсия не оставляет шрамов. Как только в больнице узнали, что к ним придет новое оборудование, было принято решение отправить заведующего урологического отделения в Петербург для обучения. В результате в больницу они прибыли с разницей в 3 дня. Теперь Анатолий Сенькин легко делится знаниями и с коллегами, и с журналистами. Объясняет, сюда относятся не только многоразовые зонды, но и специальный блок, который генерирует ток особой частоты, а также монитор, на котором виден ход операции. Если вот такой вот аппарат, он вводится в мочеточник, то есть в ту трубочку, которая идет от почки до мочевого пузыря, и там как раз часто застревают камни. И они приводят к блокаде почки, в конце концов, гибели почки. Чтобы не делать большой разрез, а иногда и практически очень трудно подойти к камню, вот такой аппарат проводится, и там через него производится дробление этого камушка. И мелкими осколками потом вынимается. По данным Коми республиканской клинической больницы, из 60 больных, находящихся на лечении в урологическом отделении, в литотрипсии нуждается каждый 2-й пациент. Теперь процедура доступна в Эжве, Воркуте и Ухте. Так как удаление почечных камней – операция плановая, то в этом году с ними уже закончили, чтобы пациенты встречали праздники дома. Ухтинский генератор для литотрипсии будет задействован уже в первые дни 2018 года. Мария Кацова, Иван Смирнов, телеканал Юрган, Ухта.